Вы, наверное, часто слышали фразу «жизнь полна случайностей». Зачастую в жизни человека происходят ситуации, с которыми он предпочел бы не сталкиваться совсем. Такие вероятные события называют рисками. Можно ли избежать риска? Полностью совершенно точно нельзя. Но к нему можно приготовиться и постараться максимально обезопасить себя, если не от самого риска, то от его последствий. Именно эту функцию выполняет страхование. А теперь давайте представим всевозможные риски в нашей жизни. Случайно уронила и разбила экран дорогущего телефона. Долгожданная посылка из-за границы повредилась в пути. Офис или домашнее имущество сгорело в пожаре или затопило. Автомобиль неожиданно попал в аварию. Что же делать во всех этих неприятных и непредвиденных ситуациях? Кто нам поможет? Ответ один. Resmi Kepil. Resmi Kepil – это страховая компания, оказывающая свои услуги с 2017 года. Основные принципы деятельности компании – реализация запросов клиентов на максимально выгодных условиях и активное участие в развитии страхового рынка Туркменистана. Сейчас мы зададим пару вопросов генеральному директору компании Resmi Kepil. Здравствуйте, поздравляем вас с открытием нового офиса. Да, здравствуйте, спасибо большое. Что вы хотели сказать названием вашей компании? Название нашей компании Resmi Kepil, что в переводе с туркменского языка означает «официальная гарантия». И тем самым мы хотели показать то, что мы ведем свою деятельность официально. Мы осуществляем свою деятельность на основании лицензии, выданной Министерством финансов и экономики Туркменистана, также на основании законодательных актов и, конечно же, на основании утвержденных правил нашей компании. Какие компании и предприятия входят в число ваших клиентов? В список наших клиентов входят такие компании, как Caspian Offshore, Nurlu Tokun, Beyköpek Yolu, Ad Avray, Gulzaman, ну и другие компании. Совет для новичков. Вот я человек, который никогда не оформлял страховку. С чего мне начинать? В первую очередь обратиться в нашу компанию, написать заявление. Наши сотрудники помогут. Зависит от вида страхования. Например, если человек страхует свое имущество, то получаются документы, связанные с правом владения этого имущества. Конечно же, идентификация личности, то есть паспорт страхователя, фотографии до страхования, чтобы мы могли зафиксировать состояние. На данный момент наша компания предлагает акцию, то есть за годовой взнос в размере 100 манат. Наша компания дает покрытие на 40 тысяч манат. То есть как это работает? Например, клиент пришел, сделал годовой взнос в размере 100 манат, и вдруг, если в течение страхового периода с ним произошел случай, это может быть любая травма, например, он может получить травму руки или может повредить ногу. Он обращается в нашу компанию. Мы, согласно положению о размере выплаты, мы смотрим, например, какой процент повреждения идет клиенту. Например, если он повредил руку, значит, получается 10% от страховой суммы. Страховая сумма – это у нас 40 тысяч манат. Получается, если 10% от 40 тысяч, 4 тысячи манат мы выплачиваем клиенту. А что такое тарифная ставка? С помощью тарифной ставки клиент может определить оплату страхования. Например, если клиент страхует машину стоимостью 100 тысяч манат, у нас от риска аварии 1,5% от страховой суммы. Страховая сумма – это у нас 100 тысяч манат. И тем самым я хочу сказать, что 1,5% – это как бы показывает цену страхования. То есть сколько должен клиент платить, чтобы отвечали за его имущество. Сколько видов страхования вы предлагаете клиентам? На данный момент мы предлагаем 20 видов страхования. Среди них это страхование от несчастных случаев, страхование жилых помещений, страхование домашнего имущества, страхование автотранспортных средств. Также у нас есть страховые виды для юридических лиц. Это, то есть, страхование водного транспорта, страхование работников за счет средств предприятия и многие другие виды страхования.
На что ваша компания будет делать упор в будущем? Появятся ли новые виды страхования? Конечно же, мы не будем останавливаться на достигнутом. Мы своей командой будем разрабатывать новые правила, новые условия. Спасибо вам большое. Мы желаем вам успехов и процветания в развитии этой отрасли в нашей стране. Да, спасибо большое вам тоже. Мы тоже, в свою очередь, желаем вам благополучия и всего самого хорошего в вашей работе.